мудрость предков никогда не исчезают. Это то, что сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Этот духовный мир – своего рода параллельное измерение, пульсирует в нашем сознании вне времени и пространства. Он полон тайн, света и неизведанных возможностей. Каждый из нас на разных этапах своей жизни открывает этот мир по-своему. Но среди нас всегда были те, кто был рожден, чтобы носить в себе искру волшебства древней духовности, помогать простому смертному прикоснуться к сакральному миру предков или высшей реальности, установить с ней незримую и прочную связь. Это хранители традиционных знаний и культуры. И если народ все еще чтит своих хранителей, то этот народ еще жив. Сказание эпоса Манас – это одно из самых таинственных и самых ярких явлений в культуре и жизни кыргызов. Согласно миропониманию кыргыза, все сущее в этом мире живет на стыке трех миров – мира материи или форм, мира разума или символов, мира духов или энергии. И сказание о великом Манасе для кыргызов тоже существует в трех этих измерениях. Так, с одной стороны, сказание о Манасе – это эпическое произведение о великом народном герое, который отличается своим уникальным сюжетом, композицией, богатством языка, объемом и разнообразием вариантов. В тысячах стихотворных строк из поколения в поколение кыргызы передают историю великого воина-кочевника Манаса и его потомков, историю своего кочевого бытия. Эпос Манас кыргызы в былые времена называли «джумок», что означает «волшебное сказание». А сказителей народ с любовью обозначал словом «джумокчу» – «волшебный сказитель». С другой стороны, сказание о Манасе – это источник символов ценностей, очень важных для сохранения и здоровой жизнедеятельности каждого народа. В этом смысле Манас и его сподвижники из века в век для кыргызов являлись символом морально-нравственных ценностей и качеств человека, единства, мужества и стойкости народа, его духовного покровительства и наставничества. К примеру, великодушие, сила и мужество самого героя Манаса, мудрость и самообладание его самого верного сподвижника Бакая, женственность, смиренность и преданность Ханыкей. Кыргызы всегда считали эталоном высокого нравственного человека. Сказание о Манасе – это способ духовного воздействия или позитивного изменения сознания и энергетики человека и окружающей среды. В этом смысле речь больше идет о феномене сказания эпоса Манас. Кыргызы давно подметили,
что живое сказывание Манаса обладает некой сверхъестественной силой и может влиять на состояние человека, животных и природы. Большинство одаренных сказителей обладали даром исцеления, предвидения, управления погодой и другими сверхспособностями. Не менее таинственным является процесс получения сказителем своего дара, или так называемый процесс дару. Как правило, начиная с 6-7 лет, будущий сказитель может быть избран миром духов для выполнения духовной миссии сказителя. Очень часто сказительский дар наследуется от предков. Через особые сны будущему сказителю герои из мира Манаса или духи предков сказителей передают дар сказительства. Одаренный сказитель никогда не заучивает текст, он просто сказывает, будто описывая мир, который перед ним раскрывается. Каждый раз он сказывает по-новому, и рифмованные строки не повторяются. Как считали предки, через сказителя высший мир, мир духов, исцеляет народ и дает ему импульс для самосохранения и развития при любых исторических обстоятельствах. Сказители являются своего рода проводниками или посредниками между миром Манаса и современным обществом. Объединение мира Манаса, сказителя и слушателя в единую систему хотя бы на определенное время и является высшей задачей Джомокчу. Монашчи, подобно древним шаманам, погружаются в трансовое состояние и своим ритмом сказания, тембром голоса, движением тела, мимикой лица и спонтанно выбранным эпизодом из эпоса погружает слушателя в неизведанные измерения коллективного сознания, в неуловимые тонкие вибрации энергии. Он будто приводит в движение и выводит духовный мир, заложенный в глубине каждого из нас, на поверхность нашего сознания. Слушатель очищается от налета повседневных и часто негативных эмоций и мыслей. Разум успокаивается, а сердце вновь начинает ощущать утерянную в суете вечность. В такие моменты кажется, что сказитель создан самой вечностью, чтобы напоминать о самой себе своим забывчивым, но всегда и безусловно любимым детям. Лу Джомокчу, как ырчы раману улу, токтогул ырчы, балык кумару улу, тыныбек жапы улу, чойуке өмір улу, Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбак улу, Хаба Атабеков, Шабай Азизов, Уркаш Мамбеталиев и другие сказители оставили в памяти кыргызского народа неизгладимый след, дав возможность целым поколениям сохранить связь со своими генетическими и духовными корнями. Сегодня в Кыргызстане около 20 действующих зрелых носителей сказительского дара. Все они живут свою простую человеческую жизнь и неустанно выполняют свою непростую духовную миссию. И несмотря на то, что они все еще нуждаются во всесторонней поддержке в своей обычной человеческой жизни, и несмотря на то, что общество в последние годы стало уделять больше внимания этому уникальному культурно-духовному явлению, самая большая потребность сказителя остается неизменной. Это потребность в ищущем и преданном слушателе, который помнит, что дух и мудрость предков никогда не исчезают и сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни.